Накануне Международного дня родного языка в стенах педагогического университета прошел конкурс по лезгинской публицистике среди студентов. Его организовали Федеральная лезгинская национальная культурная автономия и издание «Лезги газеты» культурно-просветительский центр. Как тягались в знаниях родного языка молодежь в репортаже. Это уже вторая возможность показать свою любовь к родному языку. Год назад впервые за эти парты сели те, кому есть что сказать на своем, на лезгинском. И вот это уже традиция. Лезгиат Шахбазова, победительница прошлого конкурса, не теряет форму. Участвует и в этот раз. Признается, опыт помог проявить себя в национальной журналистике. Это как бы явилось каким-то вдохновением на то, чтобы я решила продолжить свой путь именно в сфере журналистики. Я работаю в сфере прессы. В этом году также решила попробовать свои силы в данном конкурсе. Думаю, это мне не помешает в творческом пути. Студенты разных факультетов проверяют знания по лезгинской публицистике, редактируют тексты, пишут журналистскую новость на заданную тему. Время ограничено, а проявить нужно не только талант шефреда, но и творческий подход корреспондента. Редактирует текст. Показать высокий уровень знаний и культурного понимания мотивирует и призовой фонд – 80 тысяч рублей и работа в лезгинской газете. Так организаторы привлекают молодежь в национальные издания. Во многих редакциях, национальных изданиях существует нехватка молодых кадров, которые владеют родными языками, которые умеют писать на родном языке. Все обозначают эту проблему, но решить эту проблему мало кто берется. И мы путем проведения этого конкурса хотим решить этот вопрос. Среди студентов искать наиболее активных, талантливых и их привлечь на работу. Результаты участники узнают позже. Победителей пригласят в редакцию «Лезги газет» и наградят заслуженными призами. А кто-то и пополнит ряды лезгинских журналистов. Эмилия Адылханова, Магомед Мангазалиев, Вести, Дагестан.